Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Сегодня гость за рулем Екатерина Монаргия. Екатерина, куда мы сегодня проследуем? Сегодня мы поедем в сторону Скворцовского района. Посмотрим Восточную Абхазию весной. Это очень красивое зрелище. Я думаю, что вы его видели не раз, но тем не менее, может быть, я что-то новое вам сегодня покажу. А главное, мы по пути следования будем беседовать на темы безопасности движения и другие. С удовольствием. Поехали! Екатерина, выезжаем от вашей работы. Вот. Это место такое, где большое скопление машин. Вам всегда удается припарковаться рядом с работой? Если быть откровенной, далеко не всегда. Очень часто бывают ситуации, когда приходится несколько раз объезжать квартал, чтобы найти свободное место, возможность остановиться так, чтобы это вот, не кстати, противоречило знак стоит, остановка запрещена. Да. Вот уже дефицит парковочных мест в центре. Я очень часто наблюдаю здесь такую картину, когда сотрудники наших органов правоохранительных пытаются каким-то образом повлиять на эту ситуацию, но, честно скажу, это все безуспешно. Потому что буквально они кого-то попросят отъехать, тут же приезжают другие, то есть, в общем, целый дело день... в том, что попросить мало, это когда все-таки за этим следует какой-то штраф, как-то эта практика приводит к тому, что человек привыкает, что лучше этого не делать. Но у нас редко штрафуют, в основном просят отъехать. Но да. Выговор в устной форме, как говорится, да. И все. В каком-то смысле это может быть и удобно для нас, для граждан, удобно. Для нарушителей. Но в следующий раз тоже он подъедет, станет, подумает, скажут отъехать, отъеду. Вот. На самом деле напряженная ситуация уже с парковкой в центре города. Это однозначно. Да. Куда не глянь, вот тротуар. Вот вся улица Лакоба такая вот. Всегда тут чуть ли не с двух сторон все занято. Где еще напряженка у нас с парковкой? На рынок ездите? Скажу, на рынок езжу, но у меня там есть свои хитрые закоулки, о которых никому не рассказываю, ставлю машину только там. Просто нам пришлось одно время жить в этом районе, поэтому хорошо знаю местность, особенно дворики вокруг рынка. А в целом, конечно, ситуация тоже очень плачевная, что по центральной улице, что по параллельным улицам. Очень тяжело припарковаться. Проехать сложно, не то чтобы припарковаться. Да, то есть дорогу превратили, скажем так, в торговую зону. В общем, мы выезжаем из города. Ваш автомобиль Volkswagen Passat давно полюбили на российском рынке. Его считают очень практичным и довольно-таки престижным автомобилем из числа немецкого автопрома. Екатерина, обычно мы задаем всегда такие вопросы в начале. Как давно вы получили водительское удостоверение, какой стаж примерно у вас за рулем? Водительское удостоверение я получила, если я не ошибаюсь, в 2002 году. И все с этого момента ежедневно, ежечасно находилась за рулем. Примерно, если так подсчитать, водительский стаж более 15 лет, 16-17. То есть уже достаточно давно. Где-то в автошколе учились? Училась, в автошколе в городе Тольятти Самарской области. Училась, мне еще не было 18 лет, я еще не могла получить права, то есть закончила обучение чуть раньше и ездила уже до того, как права получила, и где-то через полгода уже села за руль официально. А здесь камерка у нас висит. Точно. 60. Ничего, меня здесь постоянно с этой камерой ловят. Попадали уже на эту камеру? Попадали. Так не забывайте про нее. Иногда бывает. Много штрафов приходилось платить за то время, что камеры появились? Честно скажу, нет, немного. Или просто повезло.
можно сказать, что вот 100% законопослушный я водитель. Нет, Ну, это, мы к все сожалению, такие. Да, бывает так, что куда-то торопишься, не всегда получается ездить по правилам. Основные, конечно, правила стараемся соблюдать. То есть это просто не потому, что это нужно, а потому, что существует какое-то определенное уважение на дороге друг к другу. Поэтому, Главное не создавать аварийную ситуацию. То есть, Да. ну, мне, например, их создают частенько. То есть вот именно, я вот честно вам скажу, живя вот здесь в Абхазии в течение последних 10-11 лет, я вот прям уверенно могу сказать, но у меня опыт езды по всей России, просто я ездила, ну, везде, честно. Совершенно другая картина здесь на дорогах. Совершенно. Вот в чем отличие езды в Абхазии и езды в России, скажем? Вот смотрите, если рассматривать Россию, среднюю полосу, там абсолютно, скажем так, все ездят по правилам. То есть, ну, есть, конечно, такие нарушители, которые просто правила знают все, но им не хочется их соблюдать, но их единицы, вот просто Ну да. уверенные в себе, Это очень маленький знающие, контингент. да, что им за это ничего не будет, в принципе. Юг России совершенно другая уже езда. Тут у нас преобладают, скажем так, лица кавказской национальности, Да, которые, в принципе, очень вольготно себя ведут на дорогах, далеко не всегда соблюдают правила, вот даже ближайшие наши вот соседи, Адлерский район города Сочи, всякое можно увидеть там. Даже, честно скажу, у нас здесь в Абхазии немножко спокойнее люди ездят, чем вот в городе Сочи. Гораздо спокойнее. Не знаю, с чем это связано. Они ездят так быстро, и вот если идет поток, конечно, там, если будешь путаться в этом потоке, им не нравится. Вот надо или принимать вправо, или как-то. Но у них есть одна хорошая черта, вот если вы выезжаете на главную дорогу, она вся вот идет поток, и никак выехать не можете. Пропустят Вас всегда. пропустят, вам уступят. Да. Вот, В этом плане они молодцы. и есть нам чему поучиться в этом плане. Согласна. У нас тоже уже такая ситуация, что иногда не можешь выехать на главную дорогу, идет сплошной поток машин, и, конечно, желательно, чтобы кто-то там медленно притормозил, не создавая аварийной ситуации, и пропустил. Но у нас не настолько внимательные, к сожалению, водители. Да. Нас водители пока ни знаков не видят, ни других не видят. И если даже вот он кому-то уступит, этот человек выедет, не обратив внимания, что да, он тебе уступает, но там же еще есть машины. Надо внимательнее быть при выезде. Я, кстати, не до конца вас представил. Екатерина Манарги, это супруга нашего друга, коллеги Алхаса Манарги. У вас 3 детей замечательных, 2 сына, девочка. Да, совершенно верно. Вот, кстати, образец деловой женщины, которая занимается, ну, она предприниматель, успевает воспитывать 3 детей, вот, накормить, провести в школу. Вот сейчас в нашей съемочной машине едет сын с нами. Просто мы его посадили там, чтобы ему было спокойнее. Точно. Или нам. Вот. Вот вы когда едете за рулем, и ваш супруг сидит в машине, он, наверное, часто там возмущается, там не бывает такое? Вот честно, наверное, буду говорить. Ну, иногда какие-то замечания бывают, но дело в том, что у нас с ним немножко разная манера езды. Он ездит очень спокойно, очень тихо. Да, это вот я помню. Да, он не нарушает вообще правила. То есть вы шустрее ездите, чем муж? Да, я Редкий езжу случай. шустрее, чем муж. Мгм. Но это, знаете как, это начинается, скажем так, издалека. Ну да, манеру очень Да. сложно поменять, это такое дело. Получила права где-то через год, наверное, уже. То есть ездила уже хорошо на тот момент, когда права у меня были. И через год мы с друзьями организовали клуб
ну, скажем, стрит-рейсинг. В общем, Ого. мы занимались именно ночным Тогда с стрит-рейсингом. вами все понятно. Ну, да, катались мы. Где-то 1,5 года наш клуб существовал. Но потом просто так получилось, что я уехала, там еще несколько человек уехали на постоянное место жительства в Европу, и все, и наш клуб распался. И вот еще, будучи членом этого клуба, у меня была одна мечта. У нас в Самаре есть школа высшего водительского мастерства, в которой учатся 2 года. Вот я мечтала в нее попасть, но, не знаю, к сожалению, Да, к езда радости вот в вышла зимних замуж. условиях на гололеде, экстремальная езда. Да. Мы выезжали на озера зимой, мы катались по льду. То есть опыт такой, знаете, прям, ну, достаточно большой и интересный. В общем, мы катались и по горным местностям. Видимо, это все от того, что у меня отец всю жизнь хотел сына, а я у него единственная дочь. И поэтому все, что он хотел своему сыну дать, вот чему научил. Повезло Алхасу. Он научил меня. Сегодня мы все наблюдаем, как женщины массово оседлали автомобили. Вот последнее прямо мужчин забирают. Единственное, что было у мужчин, он мог там подвести девушку, там как-то, не знаю, поухаживать, да, там. А Теперь девушки все на машинах, так что... Теперь, вы знаете, Вот. автомобиль И чем уже... вот это обусловлено? Ну, то есть каждому, наверное, вот по своей там работе, деятельности необходим автомобиль все-таки. Да, на сегодняшний день это исключительно просто необходимость. Я считаю, это уже давно не роскошь, это просто удобное средство для передвижения. Без него я вот уже не могу представить свою жизнь абсолютно, потому что это облегчает все процессы. Особенно, когда много детей в семье. Особенно, если работа не одна, а 2, у кого-то, может, бывает и больше каких-то проектов, в которых задействованы женщины. Женщины вообще стали очень активные. И Да. это очень радует, если честно. Женщины очень практичные. Вот в наше время я замечаю, что женщины стремятся к тому, чтобы очень много познавать, учиться. То есть это очень хорошее развитие, по-моему. Соответственно, и машина, она просто как атрибут современной женщины. То есть это уже невозможно, чтобы там супруг, работающий, еще успевал возить Да. супругу. Да, это необходимость, пожалуй. Вот вы как предприниматель, там, в чем состоит ваша работа? На сегодняшний день у меня есть 2 своих небольших дела. Одно уже более или менее развито, второе вот только в процессе становления находится. Вот расскажу вам о своей студии. Это студия красоты и здоровья. Она работает в Сухуми уже 4-й год, в которой собрано несколько хороших мастеров. Это косметолог, 2 массажиста, специалист по отбеливанию зубов и наша изюминка – это профессиональный турбосолярий. Мы представляем такие услуги, которых в Сухуми больше нет ни у кого. К примеру, профессиональный солярий. Хотя может показаться на первый взгляд, что это вообще неуместная, скажем так, деятельность в условиях такого климата, как у нас, когда круглый год светит солнце, 9 месяцев практически лето, потому что вот весна, осень, они настолько теплые у нас, что мы можем себе позволить выйти и на пляж, допустим, может не купаться в море, но принимать солнечные ванны однозначно можно. Но, несмотря на это, он пользуется успехом, этот солярий. Вы знаете, очень много есть желающих, кто и зимой, и летом ухаживают за собой, поддерживают, скажем так, тон своей кожи, красоту своей кожи. Это, в принципе, влияет на многие процессы в организме, не только на цвет нашей кожи. Витамин D. Витамин D, совершенно верно. Он вырабатывается в организме в больших количествах, что помогает нам быть крепче, потому что выработка кальция напрямую зависит от количества витамина D в организме. То есть у меня есть случаи даже, когда люди приходят по назначению врача с
проблемами суставов, с кожными какими-то заболеваниями. Есть люди, которые постоянно ходят даже не с целью загара, а потому что у людей бывают сезонные какие-то Кризис, вспышки, да, вот заболеваний, таких как псориаз, например. И солярий это вот, я не могу сказать, что он лечит, он, естественно, не лечит, но он притупляет вот эти вот вспышки, как-то их гасит, и человек спокойно может прожить, да, какой-то период времени. Ну вот, то есть плюсов достаточно много, минусы тоже есть определенные и противопоказания. Вот. Но те, кто ходят, они всегда об этом знают, предупреждены. Вот. В целом студия из себя представляет, скажем так, салон, в котором предоставлено огромное количество косметических услуг, начиная от косметологии обычной до косметического отбеливания зубов, до всех видов массажей абсолютно. Такая есть у нас услуга, как хиджам. Честно скажу, я искала ее у нас в городе, пока не нашла нигде. Может быть, где-то кто-то скрыто это как-то делает. Хиджам – это такая услуга. Вообще, это мусульманский ритуал, который используется, ну, во врачебных целях, скажем так. Ее у нас делает врач. То есть не просто не массажист, не косметолог, это делает врач. Это капиллярное кровопускание. Это очень интересная такая процедура, которая лечит от очень многих недугов. Она была описана еще, я вам скажу, в 12 веке. То есть ей уже много веков, но на сегодняшний день она пользуется популярностью очень. И в данный момент мы вместе с супругом занимаемся разработкой еще одного проекта по производству отделочного материала, который называется гибкий камень. Это, скажем так, отделочный материал 21 века. Материал представляет собой экологически чистый продукт, который создается практически вручную. То есть можно сказать, что это ручная авторская работа. Процесс очень трудоемкий, очень творческий, очень интересный на самом деле. Мы долго учились в течение нескольких месяцев, может даже больше, где-то около, может, полугода. На сегодняшний день мы уже произвели первые образцы. И вот я думаю, что скоро у нас уже прям начнется полноценное производство этого материала. Вы производитель отечественный. Отечественный. Ну, надеюсь, когда-нибудь вот оно именно так и будет звучать. Интересная ситуация. А сейчас я достану вопросник для женщин за рулем. Это шутка, конечно. Но тем не менее, все равно поведение за рулем женщин и мужчин, конечно, бывает разное. Все разные, если честно. То есть все зависит от опыта, от стажа, от характера, от настроения даже бывает зависит. Даже Да. бывает зависит от музыки, которая в машине играет. То есть очень много факторов влияют на манеру езды. Все люди разные. В целом, что я могу сказать? У нас в Абхазии уже мужчины привыкли к тому, что женщины за рулем. Уже, я думаю, никто на это не обращает внимания так, как даже буквально 10 лет назад. То есть это уже в порядке вещей абсолютно. Да, вот от музыки, если, вот, допустим, играет какой-нибудь рок, он так более агрессивной езде провоцирует. Да. Это я замечал. Ну вот агрессия за рулем — это вот самое худшее, что может быть. Вот кто-то не так проехал, кто-то там подрезал немножечко. Ну лучше пусть он едет своей дорогой. Согласна. Вот когда человек агрессивно уже начинает вестись за ним, поехал там, ни к чему хорошему это не приводит, как правило. Мужчины, они, ну, естественно, поопытнее в том плане, что сейчас понятно, что женщины в основной своей массе недавно сели за руль и еще не набрали достаточно опыта. И мужчина делает свои маневры иногда там слишком резко, слишком, то есть он так самоуверенный и, может быть, вызывает какой-то вот страх небольшой
Бывает такое? Нет, страха Не, ну вы-то бывает. опытный человек за рулем. А вот представьтесь, девушка вот закончила автошколу, купила себе машину, села за руль, кое-как она выехала, она еще только может ехать прямо в каком-то направлении, а там даже припарковаться не может. Вот приехала на работу, Тогда оставила страшно. там машину. Честно вам скажу, допустим, если только начал учиться ездить, ну, научился, уже ездишь самостоятельно, конечно, первые полгода кто-то быстрее адаптируется, кто-то дольше, у всех по-разному. Я очень рано за руль села, у меня вообще этого момента не было адаптации, то есть у меня сразу было ощущение, что вот так оно и надо, вот здесь я на своем месте. Может, это громко, конечно, сказано, но Нет, есть кому дано, кому-то не. Ну, всю жизнь бывает, человек ездит, но он Да, плохо ездит. бывает, вот ему не согласна. дано выше вот этой планки подняться. Это- Возможно. Не знаю, я абсолютно свободно ощущаю себя за рулем, будь то в Абхазии, будь то в России, неважно где. У нас вообще есть мечта, мы хотим на машине поехать в Европу, мы хотим попутешествовать. То есть я даже не сомневаюсь в том, что там будет еще легче. Там легче. Действительно, я вот по работе своей, когда работал 15 лет на НТВ, это много мы ездили за границу, и там брали машину в прокат. Вот. И там, кстати, города попроще, чем Москва, например, там с дорогами легче разобраться. Да. И довольно-таки предсказуемые движения. Там, Ну, в целом это обусловлено тем, что все соблюдают правила дорожного движения. и само движение там так организовано, чтобы человек вот не ошибся. Там вот если висит знак, там он висит так, чтобы ты его увидел. Если, ну то есть так организовано само движение, чтобы не запутался человек, а не наоборот, чтобы запутался. Это в Германии особенно. Там каждому ряду свой светофор. Для разворота свой светофор. То есть, А насколько удобен у них скоростной режим, да, это вот который вот каждый автобан. водитель выбирает, да. В общем, вы ездите также по дорогам Абхазии и видите все, что тут происходит. Когда у нас было такое счастливое время, когда не висели камеры в Абхазии, вот, и вот по факту, когда могли тебя поймать, допустим, вот где-то стоят товарищи милиционеры, На радар, да? да, совершенно верно, вот было несколько раз такое, что меня останавливают за превышение, полностью соглашаюсь с тем, что я нарушала, но пока разговаривают со мной, просто пролетают машины, у которых скорость не на 30, не на 40 километров больше, чем у меня была в тот момент, когда меня поймали. Я даже не могу сказать, какой-то вот определенный критерий существует того, что они не останавливают какие-то машины, потому что, в принципе, вот просто вот мой собственный опыт, любая машина пролетает мимо, и все, ее никто не трогает. Может быть, просто они заняты, может быть, они знают того, кто проезжает. Да, не могу у ответить них- на этот вопрос, но ситуации такие были. Это как-то сказывается на общей картине, как вы считаете? Думаю, да. Я вообще считаю, что самое главное, это в нашем случае, вот конкретно в Абхазии, наша статистика смертности в результате ДТП. То есть, когда она начнет уменьшаться, тогда можно будет говорить о том, что у нас что-то изменилось. Очень часто эти ситуации происходят по причине того, что за рулем нетрезвые. Даже я не буду говорить, в каком состоянии, допустим, там нетрезвые не только от алкогольного опьянения. Совершенно разные бывают случаи. Пренебрежение какими-то правилами, скоростным режимом. Это все приводит к печальным таким последствиям, о которых потом кто-то всю жизнь помнит, Да, а кто-то это- натворит дел и забывает. Есть такой психологический какой-то момент, когда человек ускоряется, ему кажется, что еще больше, быстрее он может поехать, и еще как-то вот какой-то получает Да. адреналин от этого, возможно. Нет предела Да, но совершенству. надо себя останавливать. Буквально неделю назад был случай у моей сотрудницы. Она направлялась по улице Абазинской, одностороннее движение, и где начинается стадион, вот первый перекресток, если я не ошибаюсь, по второстепенной дороге выехала машина, за рулем сидела девушка без прав, молоденькая совсем, ей, по-моему, даже 18 еще нет, и рядом с ней парень,
скажем, сын хозяина машины тоже без прав. И он ее учил ездить. Они выскочили с второстепенной дороги. Моя сотрудница со всего размаху ударила их сбоку. Машина перевернулась. Все остались живы, слава богу. Вот. Но это не редкость. Буквально каждый день я у нас в городе вижу что-то подобное. Да, у нас, в общем, каждый случай по-своему неповторим. Это точно. И иногда удивляешься, как такое могло случиться. Езжу каждый день. Я ехала с детьми, с 3 детьми к бабушке. Бабушка живет на улице 8 марта, то есть, чтобы как-то территориально было понятно. То есть, вот последняя эстакада перед поворот в город на проспект Леона, нам нужно завернуть наверх в сторону обезьяньего питомника. И что происходит? Вот мы подъезжаем, хорошо, что я ехала достаточно медленно. Этот достаточно такой сложный перекресток, да, в том плане, что там очень плохо видно, там видимости нет, да. Под эстакадой сразу поворот, то есть нужно хоть чуть-чуть подождать и вот проскочить, если, то есть вот в видимом каком-то диапазоне машин нет. Я только подъезжала, вот только высунула свой нос, вот чтобы уже завернуть. Просто, я вам не могу передать, на бешеной скорости вылетели 4 машины, 4 джипа тонированных с мигалками, я не знаю, с крякалками, всевозможные сигналы сопровождали их выезд. Буквально вот если бы я еще на метр продвинулась вперед, если бы я просто не успела остановиться, ну, я не знаю, какие были бы последствия. Но я думаю, что плачевные очень, потому что просто на бешеной скорости. Ну, правила, по которым ездит кортеж, это отдельная тема. Они могут пренебрегать некоторыми правилами, но они тоже должны сделать все, чтобы быть уверенными, когда они проезжают, чтобы не случилось столкновение. Это и не в их интересах, в принципе. Но там место очень сложное, и мы несколько раз делали материал на тему этого перекрестка. Там поставили зеркало, сейчас его переставили в другое место, но все равно там без светофора кардинально решить ситуацию не удастся. Либо надо вот этот поворот, который вам сложно было сделать, его надо просто перенести дальше, то есть проехать под мостом немного, и там есть площадочка, где можно развернуться спокойно, там, по крайней мере, есть хорошая видимость. Сейчас мы проезжаем через город Очимчира. Вот. Движение здесь, конечно, гораздо меньше, чем в столице. Так вы через Очимчиру редко ездите, да? Так? Попросили заехать, кое-что передать. Это в Очимчиру. В Очимчиру мы ездим летом, когда у нас каникулы, когда мы находимся в деревне. Здесь летом море замечательное. Мы очень часто всей семьей сюда приезжаем. Идеальное место для тех, кто только начинает учиться, для практики. Хотя далековато, конечно, от Сухума. Да, свободные дороги. Да. Сейчас новичку выезжать в городе Сухум на дороге, чтобы набраться опыта, конечно, небезопасно. Да, движение стало сложное, машин очень много. С одной стороны, это хорошо. Это показывает, что живут хорошо, жизнь достойная вроде бы. Уже даже сложно сказать, в какое время больше. Стало как-то вот в течение всего дня одинаково. То есть много машин до вечера буквально, пока вот уже... Я, например, с работы еду домой около 7, начала 8. Движение достаточно интенсивное в это время. Вот после 9, ближе к 10 уже как-то немножко попроще. А утром вообще даже говорить страшно. В вечернее время есть другая проблема. Выезжают на дорогу те, кто ждут, когда будет поменьше машин, чтобы поездить побыстрее. Но, с одной стороны, спасибо им, да, что они ждут вечера. Вот
живу, например, на новом районе, каждый вечер, даже не вечер, ну, начинается это где-то часов в 11 вечера, заканчивается глубокой ночью, свист тормозов. Сначала рев мотора, потом свист тормозов. И вот бесконечный вот этот звук до тех пор, пока не услышим прям какой-нибудь такой грохот, бух, все. И все спят спокойно. То есть выплескивают энергию, скажем так, накопившуюся за день. Вот, приезжайте в Очамчиру. Здесь можно ездить свободно, спокойно. Новичкам вообще здесь парковаться полно где. Это Места точно. много. Красивый Вся город, Очамчира красивый свободна. берег. Вот самый центр. Это куда вы должны зайти, да, там потом. Да, да, совершенно верно. В общем, мы фактически прибыли в пункт назначения. Здесь мы как бы заканчиваем съемку, а вы едете. А мы едем дальше по нашему пути следования, так сказать, завершив все свои дела. Далее мы поедем в Ткуарчал, домой. И сегодня постараемся еще успеть вернуться в наш любимый Сухум. О, много ездите. А что делать? Приходится. Спасибо за беседу, за время. Спасибо вам большое. Зеленой вам дороги. Спасибо, Счастливого пути. взаимно.